Продолжает бороться с COVID-19, оазисом в пустыне вирусов остается Туркменистан. Официально это единственное на постсоветском пространстве государство, которое инфекция обошла стороной. Это действительно правда, что у вас в стране нет ни одного заболевшего коронавирусом? Действительно, в нашей стране по сегодняшний день не было официально зарегистрированных случаев данного заболевания. С того момента, как наша страна получила информацию о распространении по всему миру этой опасной инфекции, которая угрожает всему человечеству, наше правительство во главе глубоко уважаемого президента Гурбангулы Бердымухамедова приняло моментальные меры по профилактике ввоза данной инфекции и распространения ее в нашей стране. Эпидемиологической безопасности Туркменистана способствует строгий контроль въезда и выезда из страны. Кроме того, численность населения невелика, а расстояния между вилаетами большие. Также у нас усилен контроль за внутренней миграцией. Все лица, которые пересекают внутри страны межвилаятские границы, также берутся под контроль. У нас проводится мониторинг температуры тела на границе с зарубежными странами. Это непрерывно у нас проводится, а сейчас это более усиленно. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично контролирует эпидемиологическую ситуацию в стране. Врач по образованию, до прихода в большую политику он возглавлял Минздрав, преподавал в медуниверситете и написал огромное количество научных работ о здоровье нации, в которых рассказывал в том числе и о лечебных свойствах воды, чая и некоторых растений. Проводя политику здоровья в нашей стране, глубоко уважаемый президент всегда придерживается современным научным достижениям медицинской науки, одновременно учитывая все национальные особенности, национальные традиции нашей страны. И мы постоянно напоминаем нашим гражданам о повышении иммунного статуса, применении фитопрофилактических чаев на основе научного труда уважаемого президента «Лекарственные растения Туркменистана». Врачи Туркменистана с гордостью следят за тем, как на передовой борьбы с коронавирусом выступает их коллега и земляк Денис Проценко, выпускник Ашхабадского медицинского университета. Очень приятно услышать через средства массовой информации, какой большой вклад наш однокурсник вносит в борьбе с этой инфекцией, в защите здоровья и в защите жизни каждого гражданина России. О жизни без коронавируса в период мировой пандемии нам рассказывает преподаватель Туркменского национального института мировых языков. А есть какое-то внутреннее ощущение и понимание того, что вам действительно повезло? Сейчас, когда во всем мире пандемия, вам удалось сохранить привычный образ жизни. Какое-то ощущение избранности чувствуется? Очень сложно наблюдать за тем контрастом, который происходит у нас каждый день на работе, вечером после работы, и следить за тем, что происходит в мире. Это, конечно же, накладывает такой неприятный осадок, потому что хочется, чтобы побыстрее из повестки дня мировой тема пандемии уже наконец-то исчезла. В республике продолжаются массовые мероприятия. Так, 9 мая прошел парад. Чувствовалась ли в связи с этим какая-то дополнительная ответственность? Нам казалось, что на нас смотрит весь мир, и поэтому он был проведен на высоком уровне. Плюс к тому он еще закончился таким праздничным, красочным салютом. Студенты консерватории в составе 40-50 студентов, они под окнами ветеранов поздравляли их с юбилейной датой. Вот это тоже очень такой трогательный момент. Для них это было неожиданно. В апреле в
Ашхабаде прошел ежегодный праздник – День Ахалтыкинского скакуна, а также массовый велопробег, в котором принял участие и президент. В Туркменистане нет коронавируса, еще потому, что в нашей стране больше внимания уделяется на физкультуру и спорту. Наш уважаемый президент занимается различными видами спорта и сам является примером для подражания. Понятно, что человек, который занимается физкультурой и спортом, хороший иммунитет, поэтому они меньше болеют. Коронавирус изменил многовековые традиции празднования Ураза-Байрама. Намазы из главных мусульманских святынь в этот день транслировали онлайн. Двери ашхабадских мечетей были открыты. Туркменские верующие присоединились к всеобщей молитве о прекращении пандемии.